Начните утро с этих 3 упражнений, и в 80 лет ваше тело будет как у 30-летнего. Первое упражнение – приседание с махами руками вверх-вниз 30 раз. Это отлично укрепляет мышцы ног и развивает гибкость рук, предотвращая падение и улучшая подвижность. Второе упражнение – приседание с перекрестными махами руками 30 раз. Выполняя это упражнение, не забывайте держать голову прямо. Оно эффективно улучшает подвижность коленных суставов, шейного отдела позвоночника и плеч. Третье упражнение – наклоны с подъемом колена 50 раз. Это упражнение укрепляет мышцы ног, бедер, поясницы и живота. Покажу самую полезную зарядку у стены. Эти упражнения помогают выровнять осанку и снять напряжение шейной воротниковой зоны. Если ты много времени проводишь сидя, то всего за 5 минут в день ты укрепишь мышцы спины и плеч, улучшишь кровообращение и снимешь ощущение скованности. Стена помогает нам сохранить правильную технику, предотвращая прогибы в пояснице и некорректные движения. Это отличный способ контролировать свою осанку и положение тела. Регулярная практика заметно улучшит усталость в спине, предотвратит появление холки. Ты почувствуешь, как исчезнет скованность в плечах, со временем повысишь подвижность всего позвоночника. Кроме того, упражнения помогут снять нагрузку с поясницы, что особенно важно, если ты много времени проводишь сидя. Всего 5 минут у стены, и твое тело снова в тонусе. Делай вместе со мной, сохраняй и обязательно делись с друзьями. Данная зарядка – это профилактика от онемений в ногах, от прострелов, от болей и отеков. То есть эта зарядка поможет разблокировать седалищный нерв. Эти упражнения, во-первых, улучшают кровообращение в ногах, во-вторых, помогут улучшить венозный и лимфатический отток. То есть чтобы было хорошее питание в ногах и при этом, чтобы не скапливалась лишняя жидкость в ногах, то есть отеки. Некоторые упражнения на улучшение тонуса мышц, а некоторые на растяжение мышц, которые находятся в спазме. Все упражнения делаются лежа на спине, а ноги стоят на стеночке, то есть выше, чем корпус. Все делаем помедленнее, чем на видео, раза в 1,5-2, то есть в своем темпе, без резких движений, хотя бы 1-2 раза в недельку, по самочувствию. Всем крепкого здоровья и благополучия. Пробуйте. У кого лишний вес или отеки, или может быть проблемы с туалетом с утра, запоры, делайте, пожалуйста, эти 3 простых лимфодренажных упражнения. Буквально 3 минутки каждое утро. Или просто, кто хочет бодро, хорошо себя чувствовать в течение дня. Перед этим обязательно минут за 20 выпить стакан или 2 тепленькой водички. Итак, становимся на что-то мягкое, спортивный коврик или просто ковер. Первое упражнение. Ножки на ширине плеч. На вдохе мы поднимаем руки вверх, становимся на носки ног, тянемся к потолку. На выдохе делаем полуприсед, опускаем руки вниз. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И делаем так хотя бы 1 минутку. Второе упражнение. Мягкие удары пятками о коврик. То есть вот такие вибрационные движения. Носки ног всегда прижаты к полу, движения только пятками. Обратите внимание, плечи, руки расслаблены и ножки слегка согнуты в коленях. И третье упражнение, специальная ходьба. Поднимаем руки вверх и одно колено. Вдох, выдох, вдох, выдох. И делаем так хотя бы 1 минутку. Пробуйте. Делайте эти 3 упражнения по утрам, и в 80 лет будете как в 50. Ставьте лайк и подписывайтесь, давайте тренироваться вместе. Первое упражнение. 30 приседаний с подъемом рук. Это укрепляет ноги и руки, улучшает походку и подвижность. Второе упражнение. 30 приседаний со скрещиванием рук. Важно! Поднимайте голову, когда поднимаете руки. Улучшает гибкость колен, шеи и плеч. Третье упражнение. 50 выпадов с подъемом колена. Укрепляет мышцы ног, бедер, талии и живота. Не спешите уходить, поддержите нас лайком и подпиской. Профилактируем трясущиеся руки, а также деменцию, паркинсонизм и улучшаем память с помощью 3 несложных приемов.
Все просто. Делайте ручки вот так, затем вытягиваете и натягиваете ладошки. Как в боевых искусствах. Затем просто вытягиваете руки и делаете вот так, так и так. Максимально сгибаем и разгибаем в лучезапястных суставах. Затем берем пальчики и соединяем с первым. Раз, два, три, 4 и в другую сторону. Делаем каждый прием по 10 раз в день. Будьте здоровы! Начните утро с этих 3 упражнений, и в 80 лет ваше тело будет как у 30-летнего. Первое упражнение – приседание с махами руками вверх-вниз 30 раз. Это отлично укрепляет мышцы ног и развивает гибкость рук, предотвращая падение и улучшая подвижность. Второе упражнение – приседание с перекрестными махами руками 30 раз. Выполняя это упражнение, не забывайте держать голову прямо. Оно эффективно улучшает подвижность коленных суставов, шейного отдела позвоночника и плеч. Третье упражнение – наклоны с подъемом колена 50 раз. Это упражнение укрепляет мышцы ног, бедер, поясницы и живота. Я навсегда избавился от недержания мочи. Если вы мне не верите, то попробуйте вот такую простую китайскую гимнастику. Ее нужно повторять всего 3 минуты каждый день в течение 2 недель, и проблема просто исчезнет. В первую неделю укрепляются мышцы тазового дна и улучшится работа мочевого пузыря. Второй неделе менструальный цикл придет в норму, сходить в туалет будет намного легче. Мочеиспускание при чихании уйдет насовсем. Сохраняйте. Смотрите вверх на сяо-тяо. Это упражнение поначалу трудно и утомительно, но продолжайте. Оно укрепит ноги. Всего 3 движения, а тренирует голову, шею, плечи и спину целиком. Это упражнение отлично растягивает все мышцы плеч и спины. Давайте начнем. Эту зарядку рекомендуют все врачи в Корее, ведь она сохраняет и возвращает здоровье, если делать ее каждый день. Это простая, но невероятно эффективная зарядка – ваш ключ к энергичному дню и железному здоровью. Кто бы мог подумать, что такие легкие движения способны творить настоящие чудеса. Она не только заряжает энергией, но и улучшает настроение, ускоряет метаболизм на целых 50%, а также укрепляет иммунную систему. Сильная или ноющая боль в ноге отдает в поясницу. Это простая растяжка – ваше спасение за 3 минуты в день. Причиной такой боли является защемление седалищного нерва. Это простая техника «скорая помощь» для расслабления мышц и освобождения от боли. Все, что вам нужно, это просто полежать на большой подушке или сложенном одеяле в 3 положениях не менее 1 минуты. Даже моя бабушка справилась с этими упражнениями. Эта гимнастика от 1000 болезней была известна еще в Древнем Китае и до сих пор эффективно используется в китайской медицине. Ее секрет в том, что она за несколько минут запускает ток лимфы и чистку организма от шлаков и токсинов. Уходят отеки, нормализуется артериальное давление, ускоряется обмен веществ. Всего 3 минуты этой простой гимнастики заменяет до 30 минут бега. Мало кто знает, но древняя китайская гимнастика способна за короткое время избавить от любого проявления боли по всему телу. Let's go. Welcome to the main event. Applying pressure, but I promise I ain't make it then. In their heads, living free, I ain't paying rent. Wake up in the AM, making G's like Mercedes-Benz. Whoa, yeah, please don't take offense. It isn't you, I'm just not interested in making friends. My biggest fear is finding out that this came and went. So go ahead, but I'm staying in. Okay, drop a song and pop up on your phone like I was YouTube. Connected to the fans without a hand, I did it blue. 4 упражнения, если у тебя сколиоз. Первое. Сидя на коленях, тянись рукой максимально вверх. При этом постарайся расслабить спину, а таз не отрывай от пяток. Второе. Одной рукой тянись в противоположную сторону, чтобы получилась дуга, другой упирайся в пол. Постарайся оставить таз максимально неподвижным. Третье. Кисти на поясницу и отведи локти назад так, чтобы лопатки максимально свелись. И наоборот, локти вперед, лопатки разводим. И последнее. Тянись вверх, а животом рисуй круг. При этом постарайся оставить макушку и копчик максимально неподвижными. Сохрани, чтобы не потерять, делись с друзьями и подписывайся.
Вот 3 минуты этой китайской гимнастики принесет больше пользы, чем вся ваша аптечка. Выполняйте каждое упражнение не менее 30 секунд в день, и вскоре вы забудете о болезнях. С первой минуты вы почувствуете, как растягивается ваше тело, снимаются блоки и зажимы. Со второй минуты улучшается циркуляция крови, запускается отток лимфы, уменьшаются отеки. С третьей минуты рассеивается туман в голове, повышается энергия и улучшается настроение. Мало кто знает, но древняя китайская гимнастика способна за короткое время избавить от любого проявления боли по всему телу, У кого холка, боли в спине и проблемы с шеей, покажу специальную зарядку, очень полезную для верхней части спины, вот эти упражнения. Хорошо прорабатывает шейно-воротниковую зону, улучшает кровоток в этой области, поможет избавиться от застоя крови и лимфы. Это скажется еще благополучно на мозговом кровообращении. Второй блок упражнений, он на нижнюю часть спины, то есть на поясницу и ягодицы. Вот такие элементарные упражнения делаем пару-тройку раз в неделю, чтобы был хороший тонус мышц. И последний блок на растяжение мышц спины. Немножко полежали на спине, далее на четвереньках растянулись. Все женщины старше 40 лет должны тренироваться так. 3 упражнения, которые помогут безупречно выглядеть. Выполняйте каждое из этих упражнений в течение 1 минуты каждый день. И уже через месяц вы удивитесь результату. Если было полезно, ставь лайк и подпишись. Прогоняем кровь вверх по венам, не давая ей застаиваться. 50 раз в день. Таким образом снижается риск развития инфаркта миокарда, нарушения мозговых кровообращений, инсульт. Уменьшается отечность ног и появление сосудистых звездочек на ногах. Снимается усталость и боль в ногах. Также снижается риск развития варикоза. Делайте и не ленитесь. Скоро лето, возвращаем нашу форму. 5 минут в день, и ты заметишь. Включились мышцы тазового дна, суставы стали мобильнее. Бедра стали подтянутыми, уходит целлюлит. Ножки, как с обложки, пропадают отеки. Делайте и не ленитесь. Всем здоровья! Тысячу лет назад изобрели этот метод, который работает до сих пор. Эти 3 упражнения уменьшат вашу талию и аппетит, чтобы вы всегда были стройными. Пиши слово «спасибо» в комментариях, если сохранила это видео.
Всего 3 минуты этой китайской гимнастики улучшают работу ЖКТ в 10 раз. Уже через неделю поход в туалет станет регулярным и легким. Вздутие и запоры останутся в прошлом. Делайте эту практику каждое утро, после пробуждения по 3 минуты. Мало кто знает, но древняя китайская гимнастика способна за короткое время избавить от любого проявления боли по всему телу. 99% родителей не знают, что ум ребенка располагается в его пальцах. Эти 6 замечательных игр. Развитие полушарий мозга и улучшение концентрации. Даже моя бабушка справилась с этими упражнениями. Эта гимнастика о 1000 болезней была известна еще в Древнем Китае и до сих пор эффективно используется в китайской медицине. Ее секрет в том, что она за несколько минут запускает ток лимфы и чистку организма от шлаков и токсинов. Уходят отеки, нормализуется артериальное давление, ускоряется обмен веществ. Всего 3 минуты этой простой гимнастики заменяет до 30 минут бега. Как быстро убрать второй подбородок? Максимально круто подтянуть кожу и уменьшить морщины. Направляем язык на верхнюю часть губы и зубов. Держим язык плотно в этой позиции и активно закрываем и открываем губы. После ставим руки на верхнюю часть грудины, поднимаем голову и начинаем открывать и закрывать рот. Вы почувствуете сильное натяжение. После, не отрывая рук, поднимаем голову до упора, а затем растягиваем грудино-ключично-сосцевидную мышцу с одной и с другой стороны. Делитесь видео с тем, у кого второй подбородок. Смотрите, как наша семья похудела и получила идеальную осанку. Все благодаря этой системе тренировок. Сегодня я делюсь этим секретом последний раз, запоминайте и сохраняйте. 6 упражнений, которые преобразят ваше тело. Первое упражнение. Быстро делает спину тоньше, руки изящнее. Второе упражнение. Прорабатывает подмышечную область, избавляет от жира, подтягивает косые мышцы и боковую часть талии. Третье упражнение. Растяжка плеч. Особенно полезно для родителей с детьми. Разворачиваем плечи то в одну, то в другую сторону. Четвертое упражнение. Для тех, у кого проблемная спина. Поднимаем руку, скрещиваем ноги, тянемся вверх. Пятое упражнение. Прогибаем спину, подтягиваем. Это работает лучше, чем таблетка. Аккуратно надави прямо под бровью, дави в это место и 10 раз согни и разогни голову. Смотри в одну точку. Дальше также давим 10 раз, поворачиваем голову влево-вправо. И после этого твоя главная боль пройдет. Делайте эти простые китайские упражнения и забудете о боли в спине. Они вытягивают позвоночник, возвращают его в естественное положение, снимают спазмы и расслабляют межпозвоночные диски. Помимо этого, упражнения развивают гибкость и укрепляют мышцы спины. Бонусом идет улучшение кровообращения, ясность ума, повышение настроения, а также обострение зрения и слуха. Fucking with some Bobby Billis, man, I feel it's like a rock star.
Запускаем организм утром с новой лимфодренажной зарядкой. Делайте ее прямо в кровати каждое утро минут 5-7. Проработаем практически все тело. Запустим работу организма, улучшим кровообращение, движение лимфы, что очень важно с утра, чтобы быть бодрым и энергичным. Улучшаем тонус мышц, прорабатываем и увеличиваем подвижность суставов. В этой зарядке я собрал простые, но эффективные упражнения. Если делать их медленно, то будут приятные ощущения во всем теле, а именно приятное тепло в мышцах, суставах, спине, позвоночнике. Улучшится циркуляция крови и лимфы, а это позволит избавиться в том числе от утренних отеков и подготовить организм к дневному труду. Даже если вам кажется, что это не нужно, просто сохраните. Самомассаж шеи по древней китайской методике решает сразу несколько проблем. Всего 2 минуты такого массажа снимают головную боль и напряжение в шее, улучшают кровообращение мозга, мысли становятся яснее, убирают усталость и придают энергию на весь день. Плавными движениями массируйте шею от 30 до 60 секунд на каждую зону. Делайте регулярно и чувствуйте улучшение с каждым днем. Вы обязаны знать это одно упражнение. Делаем вместе. Каждое утро и перед сном. Вытягивается позвоночник, а столько бонусов расскажу еще. Давайте. Корзинку и вверх. Если корзинка не получается, возьмите себя за руку. Я возьму так и так и так покажу. И начинаем пока мягко вытягиваться. Спокойно шагаем. Покажу сбоку. Покажу сзади. И потом, как будто мы разошлись уже, и до минуты, и даже до 2 минут органы встают на место. Позвоночник выпрямляется, холка уходит, живот подтягивается, бедра подтягиваются, кишечник начинает работать лучше, грудь начинает подтягиваться. Еще. Только голову не запрокидывайте. Ходим как пингвинчик, пингвинчик, пингвинчик. Или так. Пингвинчик. Как в 40 выглядеть на 30, в 50 на 40, а в 60 на 42. Это волшебная гимнастика для лица, работает лучше ботокса и стирает все морщины ластиком. Более того, эффект сохраняется надолго, а если выполнять ее каждый день, то кожа лица совсем забудет, что такое старение. Сохраните, чтобы не потерять. Есть одно упражнение, которое помогает проработать все тело. Если вы сможете сделать его 30 раз, это отличный показатель вашей физической формы. Сохраните и попробуйте повторить вместе с инструктором. Делайте вместе со мной. Встаньте, ноги на ширине плеч, руки вытяните перед собой. Выполняйте большие круговые движения руками, как будто рисуете дугу, переходя от одной стороны к другой. Сделайте 30 повторений в одну сторону и 30 в другую. Это простое движение. Укрепляет мышцы груди и живота, задействует спину и поясницу, хорошо растягивает боковые мышцы корпуса. Этого древнего китайского метода, и вы навсегда забудете о боли в шее и плечах. Больше никаких дорогих массажей и неприятных процедур. Уже через 3 дня вы ощутите удивительную легкость и свободу движений. Все, что нужно, выполнять это простое движение каждое утро после пробуждения. Лишь немногие знают, что это уникальное упражнение не только устраняет дискомфорт, но и улучшает кровообращение, снимает стресс и наполняет энергией на целый день.
Ужасная или ноющая боль в ноге отдает в поясницу. Причиной такой боли является защемление седалищного нерва. Не беспокойтесь, решить проблему можно всего за 3 минуты. Такая простая техника – скорая помощь для расслабления мышц и освобождения от боли. Все, что вам нужно – это подушка или большое одеяло. Нужно растянуть мышцы в этих 3 разных позах по 1 минуте, и надоедливая боль в пояснице и ногах тут же пройдет. процентов врачей и офтальмологов скрывают эту гимнастику для глаз, которая улучшает зрение навсегда. Если вы устали от сухости, белой пелены перед глазами и напряжения после работы за компьютером, то эта гимнастика – ваше спасение. Всего минута в день, и вы почувствуете разницу. В первую неделю уходит напряжение, во вторую восстанавливается естественное увлажнение глаз, к третьей улучшает зрение без капель, операций и очков. Эти движения улучшают кровообращение и питание глазных тканей. Это не магия, а знание, проверенное тысячелетиями. Начните прямо сейчас. Пока другие копят на лазерные операции, которые не гарантируют длительный результат, вы уже улучшаете зрение естественным способом. Сохраняйте. Многие жалуются на боль в этом месте, думая, что проблема в плечах, а массаж помогает лишь на время. Но на самом деле это боль в ромбовидной мышце. Причина – плохая осанка, из-за которой мышца постоянно напряжена. Сейчас покажу вам простое упражнение для облегчения боли во внутренней части лопаток. Вытяните руку прямо, пальцы вниз. Другой рукой надавите на ладонь и потяните ее в сторону. Наклонитесь вниз, поверните голову к руке. Держите 30 секунд. Повторите трижды. Вы почувствуете, как раскрывается вся спина, а дыхание становится более свободным. Эти эффективные китайские упражнения помогут проработать всю область шеи, плеч и спины. Эти движения обеспечивают отличное растяжение мышц и способствуют улучшению гибкости. Показываю, как избавиться от холки и гусиной шеи за 5 минут в день. Шаг 1. Потяните локоть вверх, и вы почувствуете напряжение в спине. Поменяйте руки и повторите по 10 раз. Шаг 2. Вращайте плечи назад так, чтобы ваши лопатки сходились, и повторите по 10 раз. Секретная техника восточных мастеров, которая работает уже 1000 лет. Из-за этой мышцы ко мне очень много пациентов обращается с болью в пятке во время ходьбы, при вставании со стула, с кровати. А если напряжение мышцы очень сильное, то болит пятка даже в покое. Из исходного положения сидя сначала мы с вами будем разминать мышцу, отводящую большой палец. Для того, чтобы ее найти, пальцы поставьте на внутреннюю поверхность стопы и выполняйте движение большим пальцем вверх-вниз, вверх-вниз. Вы почувствуете, как мышца сокращается под пальцами. Это значит, что мы в нужном месте. Затем 2 больших пальца ставим на начало мышцы, это внутренняя поверхность пятки, и выполняем вытягивающие движения от себя. Пожалуйста, мышцу не жалейте, нужно плотно разминать, разбивать все плотные узлы, триггерные точки, вот таким вот образом. В течение 2 минут мы разминаем эту мышцу. После того, как мы мышцу размяли, размягчили, мы будем ее растягивать. Все очень просто. Возьмитесь за свой большой палец и выполняйте разгибание большого пальца, то есть тянем его на себя до легкого натяжения в стопе. Затем ослабляем. Натянули, расслабили, натянули,
расслабить. Делайте этот комплекс на ежедневной основе. Даже 90-летняя бабушка справится с этими упражнениями. Просто ляг на спину, подними ноги к стене, и твое тело начнет восстанавливаться само. Эти простые движения не займут больше 5 минут, а результат удивительный. Улучшается кровообращение, снимаются отеки и нормализуется давление. Ученые доказали, это упражнение улучшает лимфоток в 10 раз эффективнее, чем бег, и снижает уровень стресса быстрее, чем медитация. Эта ленивая китайская гимнастика избавит вас от боли в спине, не вставая с кровати за пару минут в день. Эти упражнения не только снимают боль, но и заряжают энергией на весь день лучше крепкого кофе. А если выполнять этот комплекс перед сном, то спать будете как младенец. У кого холка, боли в спине, проблемы с шеей, зарядка для оздоровления. Покажу специальную зарядку, очень полезную для верхней части спины. Эти упражнения хорошо прорабатывают шейно-воротниковую зону, улучшают кровоток в этой области. Также помогут избавиться от застоя крови и лимфы. Это скажется еще благополучно на мозговом кровообращении. Второй блок упражнений, он на нижнюю часть спины, то есть на поясницу и ягодицы. Вот такие элементарные упражнения делаем пару-тройку раз в неделю, чтобы был хороший тонус мышц. И последний блок на растяжение мышц спины. Немножко полежали на спине, далее на четвереньках растянулись. Пробуйте и здоровья! Game start. Apatı apatı, apatı apatı, apatı apatı, apatı apatı, apatı apatı, apatı apatı, kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Oh, oh, oh. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See? Делайте этих 5 простых упражнений, и в 70 лет вы будете чувствовать себя на 30. Первое. Отведение ног. Старайтесь пятками касаться ягодиц. Делайте в течение 1 минуты. Второе. Хождение на носочках. Делайте это в течение 1 минуты. Третье. Прохлопывание. Прохлопывайте себя в течение 1 минуты. Четвертое. Взмахи руками с выпадом. Пятое. Встряхивание. Это поможет распределить энергию. Every breath you take and every move you make, every bond you break, every step you take.
покажу зарядку для улучшения мозгового кровообращения шейно-воротниковой зоны. Всего несколько упражнений. Она особенно подходит тем людям, у которых головные боли, холка, сутулость и сидячий образ жизни. Главная задача этой зарядки – разогнать кровообращение и движение лимфы шейно-воротниковой зоны, убрать застой плюс выровнять осанку. Итак, важный момент по технике. Если у вас проблемная шея или головные боли, боли в шее, то очень важно начинать с малого. Начинаем выполнение упражнений с небольшой амплитудой и всего несколько раз, буквально 3-5 раз. И потом со временем, по мере привыкания организма, увеличиваем амплитуду движения и количество повторений. Устраняем вздутие, застой желчи, нормализуем работу печени. Вообще убираем любое состояние, когда после еды вы себя чувствуете, как будто бы камнями живот набит. Ноги шире, чем плечи. Правая рука, внимание, и правый бок. Край реберной дуги. Правой рукой нажимаем на край реберной дуги. Делаем вдох. На выдохе наклоняем корпус вправо и рукой помогаем, поджимая правый бок. Делаем несколько дыханий. Приподнимаемся на вдохе. Теперь нажимаем слева. Делаем вдох. На выдохе наклоняемся. И приподнимаем вверх правую руку, открывая правый бок. Тоже делаем несколько дыханий. Приподнимаемся на вдохе. На выдохе опускаем руку. Так выглядит самая правильная зарядка для женщин старше 40 лет. Эти упражнения помогут вам выглядеть безупречно. Выполняйте их каждое утро, и уже через месяц вы удивитесь результату. Что будет, если кататься на спине по 1 минуте в день? У вас вытянется позвоночник, улучшится осанка, у вас улучшится работа внутренних органов, и вы снимете напряжение с межпозвонковых. Здоровые колени, как у подростка, даже 80-90 лет за пару минут в день. Эти упражнения подарят вашим суставам новую жизнь. Древняя китайская техника снимает воспаление и улучшает подвижность сустава за считанные дни. Повторяйте все в точности, как на видео. Делайте так по 30 раз на каждую ногу. Второе упражнение. Поднимайте носочки вверх, также 30 раз. И последнее упражнение. Поднимайте уже пяточки, тоже по 30 раз. И будьте, пожалуйста, здоровы. Ты будешь в шоке. Одно упражнение, 3 минуты. Уйдет жир с живота, укрепятся колени. Сердце станет сильнее, окрепнут сосуды. Укрепится позвоночник. Дышите носом, выдох, колени вверх. Всего 3 минуты в день. Гимнастика для сосудов на каждое утро. Буквально 3 минуты. Зарядка. Она необходима и полезна в любом возрасте, чтобы было хорошее кровообращение, давление, чтобы укрепить сердце и сосуды. Значит, 3 упражнения по минуте. Первое. Делаем насос. Значит, слегка сгибая ножки в коленях и начинаем поднимать пятки вверх, затем опускать их. Интенсивно, 1 минуту. Быстро забьются икроножные мышцы. Они очень важное значение имеют для кровообращения по всему телу. Второе упражнение. Значит, мы делаем присед на вдохе, упираемся руками в бедра. На выдохе встаем, тянемся руками максимально вверх. Интенсивно, 1 минуту делаем. Третье упражнение. Оставляем руки наверху и поочередно поднимаем колено максимально вверх. На вдохе колено опускаем, на выдохе поднимаем. Также 1 минуту. Пробуйте. Именно эти упражнения я прошу делать свою маму каждый день. Моей маме уже за 60. Так, исходное положение. Ноги примерно на ширине плеч. Нужно потянуться со вдохом за руками вверх и отставить 1 ногу назад. Хорошенько вытянуться вверх за руками, за макушкой. С выдохом вернуться в исходное положение. Следующий вдох, другая нога назад, опять за руками вверх, за макушкой вверх. Хорошенько разогнуться, потянуться и вернуться. И следующее упражнение. Исходное положение. Ноги широко.
шире намного плеч, хорошая устойчивая опора. Нужно потянуться за одной рукой вверх, хорошенько вытянув весь бок, и начинать делать наклон. Рукой можно упираться в бедро, вытянуться. Здесь акцент на вытяжение за верхней рукой. Наклонились, вернулись в исходное положение. За другой рукой вытянулись вверх и наклон в другую сторону. Акцент опять на вытяжение верхнего бока. И третье упражнение. Баланс на одной ноге. Приподнимаем ногу. И несколько секунд нужно просто постоять на одной ноге, удерживая баланс. Обязательно не забыть постоять на другой ноге. При стойком напряжении верхней части трапециевидной мышцы возникает боль в шее, которая усиливается, если долго посидеть с наклонным положением головы вперед. Верхняя часть трапециевидной мышцы начинается от затылочной кости, спускается вниз и закрывает заднюю поверхность шейного отдела. Из исходного положения сидя мы наклоняем голову вперед. Затем сжимаем пальцы в кулак и устанавливаем фаланги пальцев сбоку от остистых отростков шейных позвонков. Нам необходимо выполнять движение от центра наружу 10 повторений. Затем смещаемся ниже и таким образом прорабатываем весь шейный отдел с обеих сторон. Выполняйте разминание верхней части трапециевидной мышцы по 60 секунд с каждой стороны, несколько раз в течение дня. Доступная зарядка для всех. Первое упражнение, делаем такие вот движения. Сначала в одну сторону, потом делаем в другую. Также работаем спокойно, медленно, не спешим. Следующее движение поочередно в одну сторону, потом делаем также в другую. Тоже работаем спокойно, медленно, не спешим. Следующее движение, выводим плечи вперед, округляем грудной отдел и на выдохе сводим лопатки. Пускаемся, делаем вдох и на выдохе делаем движение. Тоже работаем спокойно, медленно, не спешим. Следующее движение, ладони кладем на плечи, локти смотрят вперед, делаем вдох и на выдохе сводим лопатки вместе. Возвращаем в исходное положение. Тоже работаем спокойно, медленно, не спешим. Теперь раскрываем грудной отдел, поднимаем локти вверх и на выдохе сводим лопатки. Вверх, вниз. Тоже работаем спокойно, медленно, не спешим. Следующее упражнение, делаем такие вот круговые движения в плечевом суставе, работаем сначала в одну сторону, потом делаем в другую. Также работаем в своем темпе. Следующее упражнение, руки на поясе, делаем вдох и на выдохе выпрямляем руку, смотрим на ладонь. Возвращаем то же самое на вторую сторону. То есть также работаем в своем темпе. Следующее упражнение, поднимаем одно плечо вверх, другое опускаем вниз и меняем сторону. Тоже работаем спокойно, медленно, не спешим. Следующее упражнение, одна ладонь у нас на затылок, вторая идет на поясницу и меняем стороны. То есть также работаем спокойно, медленно, не спешим. Остановил работу поджелудочной железы и смог снизить уровень сахара в крови с 10 миллимоль до 3 всего за 2 недели. Если вы мне не верите, то попробуйте сами позаниматься такой китайской гимнастикой всего 5 минут в день в течение 2 недель. И результат не заставит себя ждать. В первую неделю занятий активизируются процессы для восстановления поджелудочной железы, и она снова начинает вырабатывать инсулин. На вторую неделю сахар в крови начинает стремительно падать, без каких-либо таблеток и отказа от сладкого. Eating is too much for most to hide. Всего 3 минуты этой китайской гимнастики принесет больше пользы, чем вся ваша аптечка. С первой минуты улучшается ток крови и чистятся сосуды. Уменьшается варикозное расширение вен. Со второй минуты смазываются все суставы и уходит жир с проблемных мест. С третьей минуты улучшается моторика кишечника. Мало кто знает, но древняя китайская гимнастика способна за короткое время избавить от любого проявления воли по всему телу. Более сотни упражнений на все случаи жизни уже доступны бесплатно в клубе здоровых людей по ссылке в описании профиля. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world in the 7 seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world on the 7 seas. Самый быстрый способ похудеть в области живота – это метод сжигания жира с акцентом на мышцы кора. Не нужно бегать или прыгать. Моя ученица занималась дома всего месяц, и уже у нее появились рельефные боковые линии на животе. Сегодня я поделюсь с вами этим комплексом, который в 10 раз эффективнее для сжигания жира и уменьшения живота. Поставьте лайк и сохраните, чтоб не потерять. Начните с упражнения для мышц бедра, 50 повторений, чтобы повысить сердечный ритм и быстро сжигать жир. Затем сделайте по 50 повторений на каждую ногу подъем колена, чтобы избавиться от упорных жировых отложений по бокам талии. Далее выполните 50 повторений на каждую сторону с поднятием колена и одновременным опусканием вниз, чтобы быстро подтянуть живот и сформировать рельефные линии. В завершение сделайте 30 приседаний, чтобы активировать все группы мышц тела и помочь поддерживать осанку. Более сотни упражнений для различных случаев жизни уже доступны бесплатно. Переходи в мой телеграм-канал и получи эксклюзивные советы, ссылка в описании.
Я сэкономлю ваши деньги и избавлю вас от боли в пояснице. Всего 4 секретных движения, которые заменяют месяц массажа. Они настолько эффективны, что их используют олимпийские спортсмены для мгновенного восстановления. И да, их можно выполнять лежа в кровати. Первое упражнение. Встаньте на четвереньки и плавно опускайтесь назад. Это движение мягко растягивает все мышцы спины, снимая напряжение, накопленное за день. Вы почувствуете, как позвонок за позвонком ваша спина начинает расслабляться. Второе упражнение эффективно при дискомфорте в поясничном отделе. Лежа на спине, закиньте правую ногу за левую и тяните ее, а правой рукой тянитесь в сторону. Это скручивание мягко воздействует на глубокие мышцы поясницы, способствуя их расслаблению и улучшая кровообращение. Третье упражнение. Лежа на животе. Поднимите одну ногу и потяните ее за противоположное бедро. Это движение помогает снять компрессию с межпозвоночных дисков и освободить зажатые нервные окончания. Четвертое упражнение – настоящий подарок для уставшей спины. Лежа на спине, аккуратно подтяните колено к груди. Это положение растягивает мышцы поясницы и способствует их глубокой релаксации. Регулярное выполнение этих упражнений перед сном не только снимает ежедневное напряжение, но и работает на перспективу, улучшает гибкость позвоночника и укрепляет мышечный корсет. А массажем от усталости в ногах я поделился в своем блоге по ссылке в профиле. Не один раз мне приходилось видеть вскрытия, на которых причиной смерти людей были проблемы с мышцами шеи, которые нарушали кровоток в головной мозг. Профилактика инсульта. Дегенеративные изменения в шейном отделе позвоночника вовлекают в воспалительный процесс сосуды. На уровне 6-го шейного позвонка отверстия поперечного отростка. Вступает позвоночная артерия. Далее в полости черепа сливаются в единую базилярную артерию. Она снабжает кровью заднюю часть головного мозга, мозжечок, ствол головного мозга, заднюю часть больших полушарий. При ее компрессии возникает шум в ушах, тошнота, нарушается зрение и теряется равновесие. Давайте рассмотрим кровоснабжение и тренировки. Итак, первое. Постдинамическая релаксация. На 7 секунд напрягаем мышцы шеи, а потом расслабляем, растягиваем. Повторить 20 раз. Второе. Упражнение из китайского монастыря Шаолинь, голова гуся. Руки за спиной, на выдохе делаем ха, голова как по рельсам ходит прямо, потом 45 градусов в одну сторону и в другую. По 20 раз. Третье, очень эффективное упражнение. Опираемся о стену головой, раскрываем шейный отдел, плечи должны висеть в воздухе, поднимаем прямые руки и делаем движение руками вперед-назад 20 раз. Четвертое, берем мячик, опираемся затылком мячиком о стену, придерживаем руками мячик, чтобы не выпал, и делаем повороты мягкие вправо-влево 20 раз. Супер! Пятое, очень эффективное упражнение. Делаем с максимальным усилием и достаточно амплитудно. Локти в стороны, вверх-вперед 20 раз. И наоборот, вверх, в стороны, вперед 20 раз. Ставь лайк, подписывайся, приходи заниматься. Всего 3 минуты этой китайской гимнастики принесет больше пользы, чем вся ваша аптечка. С первой минуты улучшается ток крови и чистятся сосуды. Уменьшается варикозное расширение вен. Со второй минуты смазываются все суставы и уходит жир с проблемных мест. С третьей минуты улучшается моторика кишечника. Мало кто знает, но древняя китайская гимнастика способна за короткое время избавить от любого проявления воли по всему телу. Более сотни упражнений на все случаи жизни уже доступны бесплатно в клубе здоровых людей по ссылке в описании профиля.
4 домашние тренировки, которые вы должны делать, если хотите быстро получить заветные 6 кубиков. Первое – русские скручивания. Но вот секрет, о котором вам никто не расскажет. Выполнение этого упражнения с приподнятыми ногами задействует 90% основных мышц и избавит вас от упрямых обвисших боков. Далее – велосипедный кранч с поворотом. Удерживайте каждое вращение в течение 2 секунд. И вы задействуете в 2 раза больше мышц, чем при обычных кранчах, одновременно сжигая глубокий жир на животе. Третье упражнение – это удержание тела. Секретное оружие морских котиков, которое они используют для создания пуленепробиваемого пресса. Оно выглядит просто, но заставляет одновременно работать все мышцы брюшного пресса, создавая идеальное разделение на 6 кубиков. А вот что реально меняет правила игры. Номер 4. Планка-паук. Подтягивая колени к локтям и удерживая планку, вы не просто укрепляете пресс, но и создаете тот самую V-образную форму торса, о которой все мечтают. Выполняйте каждое упражнение в течение 45 секунд, отдыхайте 15, повторите 3 раза и наблюдайте, как формируется ваш пресс всего за 21 день. Если вы собираетесь начать это испытание, напишите в комментариях «Я готов». Самый быстрый способ похудеть на животе – это сжигание жира на уровне кора без необходимости бегать или прыгать. Один из моих учеников занимается дома и за месяц уже развил рельефный пресс. Если у вас есть небольшой животик, не забудьте поставить лайк. Сначала выполните 50 повторений сгибаний бедер между ног, чтобы повысить частоту сердечных сокращений и быстро сжечь жир. Выполните 50 подъемов коленей на одну сторону, чтобы избавиться от упрямого жира по бокам талии. А затем выполните 60 скручиваний на другую сторону, чтобы быстро подтянуть корпус и подчеркнуть линию живота. Напоследок сделайте 30 приседаний и подтяните ягодицы. Похудение ног активизирует все группы мышц тела, позволяя вам продолжать сжигать жир даже после тренировки. Повторите все движения в 4 подходах. В своем телеграм-канале я делюсь бесплатными методиками и показываю пошаговые инструкции. Присоединяйся по ссылке в шапке профиля. Думаешь, если тренировка без оборудования, то это несерьезно? Вот тебе 40-минутное задание на все тело без какого-либо оборудования. Выполняй каждое упражнение в минуту. Сначала 30 джампинг-джек, разгоним немного пульс и приготовимся к интенсивной работе. Дальше 20 сведений лопаток лежа на животе. Ноги и руки пола не касаются. Дыши ровно. 3-я минута 12 сжиманий с касанием плеча. Старайся выполнять в строгом стиле. 4-я минута 15 подъем корпуса лежа. Поднимайся мощно, а спину округли. 5-я минута 15 выпрыгиваний. Не скачи высоко, только до легкого отрыва носков от пола. 6-я минута 20 наклонов вперед. Руки за голову, держи спину прямой. 7-я минута 10 бёрпи. Классика жанра, делай все в прыжке. И 8-ю минуту законный отдых. Выполни таких 5 кругов и скажи теперь, как прошла твоя тренировка. Попробуй систему тренировок без оборудования в 7-дневном тест-драйве. Ссылка в шапке профиля. Этого вам никто не покажет, но это должен сделать каждый из вас. Встаньте спиной к стене и отступите пару шагов. Согните ноги в коленях, но не полностью, не острый угол. И начинаем опускаться вниз, вот так вот растягивая спину и высвобождая седалищный нерв. Делаем несколько раз. После чего присаживаемся на стул, закидываем одну ногу вот таким вот образом на колено и пытаемся достать до пола. Доводим до того, чтобы вы касались полной ладошкой. Если сразу не сможете, не расстраивайтесь, через пару дней у вас получится. И третье, что вам нужно сделать, это вот таким вот образом опереться о стол и повиснуть, расслабляя, растягивая позвоночник. Буквально на несколько секунд. Делая каждый день эти 3 простые упражнения, ваши грыжи, протрузии и дискомфорт в поясничном отделе, который часто отдает в ноги, перестанет вас беспокоить. А если у вас их нет, это хорошая профилактика, чтобы они у вас не появились. Станьте на 10 лет моложе всего с одним упражнением. У вас будет профилактика варикоза, снимется отечность ног, укрепится спина, исправится осанка. Если у вас есть гиперлордоз, это когда сильно вываливается живот вперед и очень сильно перенапряжена поясница. Она у вас сильно болит, отдает в ноги, и вы не знаете, что с этим делать. Выполняйте мои рекомендации каждый день,
и ваш живот подтянется, и боли в пояснице уйдут. Первое, что нужно сделать, это расслабить поясницу. Сворачиваем полотенце в форму валика, кладем его под поясницу, ложимся, так, чтобы валик был на уровне поясницы, и 2 коленки тянем к груди. И лежим так минуту, расслабляемся. Следующее упражнение. Наша задача растянуть с вами подвздошно-поясничные мышцы и верхнюю поверхность бедра. Стоя на левом колене, правая стопа на полу, ладонь в ладонь, руки, поднимаем руки вверх, ладонями вверх. И начинаем делать такие вот покачивания. Делаем 10 раз, потом правую руку опускаем на пол и левую руку также вытягиваем. Держим так 30 секунд и меняем ноги. Следующее движение. Нам нужно с вами укреплять поперечную мышцу живота. Стоя на четвереньках. Теперь задача. Отрываем колени от пола, то есть на небольшое расстояние. Держим 5 секунд и возвращаемся. Опять поднимаем, держим 5 секунд и возвращаемся. Это упражнение можно делать даже при диастазе. Следующее движение. Наша задача с вами укрепить мышцы тазового дна. Руки в замок, кладем затылок, ноги согнуты. Теперь делаем подъем таза вверх и делаем 10 сведений коленей вовнутрь. То есть на выдохе делаем движение вдох, выдох, выдох. Работаем спокойно, медленно, не спешим. А у вас есть гиперлордоз? И как вам? Если ты возьмешь себя за пятки и вытянешь все тело от бедер до шеи, ты раскроешь грудную клетку и растянешь мышцы, которые укорачиваются от сидения. Если ты согнешь ноги в коленях, одну возьмешь за стопу, а вторую завалишь в сторону, ты растянешь мышцы нижней части спины и ягодицы, это поможет спине расслабиться. Если из планки ты поставишь ногу в сторону и опустишь таз в пол, ты растянешь квадратную мышцу поясницы и поможешь ей расслабиться. Полноценные зарядки забирай в описании.